Хлопок слышали все. Думали, стену снесло даже, сильный хлопок был. Первыми хлопок услышали соседи. В тот момент хозяев не было дома. Семья направилась в гости к родственникам. В пути им позвонили очевидцы происшествия. Сидели на диванике, смотрели, и вдруг резко так чего-то щелкнуло, и мы все встали. Дым идет из дома, очень сильный дым. Мы все, конечно, выскочили, пожарные сразу стали вызывать. До приезда пожарных соседи пытались потушить пожар самостоятельно. Когда семья Мардановых вернулась, дом уже полыхал. По предварительной версии, огонь начался от замыкания в щитке. Благодарим Бога, что у нас никого дома не было. Потому что когда я 2 дня работаю, муж на работе, у нас дети остаются одни. В доме с 2012 года жили родители Гюлюсы Мардановой. После того, как их не стало, она вместе с семьей переехала сюда из Залесного. Здесь родились 3 младших детей. На момент пожара в доме проживали 9 человек, 6 из них – школьники. У нас тут стой, я здесь делаю уроки. Что мы успели спасти, это самое главное, это наши документы. Вот. А больше ничего не удалось спасти. Сейчас семью приютили неравнодушные люди. Глава поселения выделил 10 тысяч рублей. В материальной помощи как погорельцам и многодетным Мардановым отказано, так как собственник дома – сестра Гюлюсы. Я знаю, что мир не без добрых людей, все равно кто чем-то помогает, кто чем может помочь. Помогите, пожалуйста, нам. Сейчас многодетная семья ищет деньги на покупку жилья. В Больших Ключах нашли квартиру за 2 миллиона рублей. Собрали 500 тысяч. Детям нужны вещи, школьные принадлежности, мебель и многое другое. Мардановы знают, мир не без добрых людей. Деньги можно перевести по этому номеру, он привязан к банковской карте. Ваше участие уже помогло многим семьям. Так, месяц назад в селе Ранга Буинского района без крова осталась семья из 14 человек. Благодаря собранным средствам скоро начнется восстановление дома. Семье пенсионеров Ахмедзяновых из Камского устья после пожара неравнодушные татарстанцы собрали 1 миллион рублей для начала строительства нового жилья. Светлана Звонарева, Татьяна Коварина, Александр Костин, ТНВ, Зеленодольский район.